ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота. Музей ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС. Презентация третьей книги про ухтинцев «Кто побывал там». 186-страничное издание включает в себя поименный список ликвидаторов. Информация о тех, кого не смогли отыскать по анкетным данным и у близких людей. Кроме того, в книгу вошли 109 персональных страниц, где есть фотографии и краткая справка о человеке. Здесь не только ребята, которые живые, но и ребята, которые ушли из жизни. И полный список, который мы в соцзащите смогли достать из 500 человек, мы нашли 433 списка ликвидаторов, мы их включили в эту книгу. Потому что, чтобы наши ребята знали не только тех, с кем они общались, допустим, на той станции или поблизости живут, но и знали и ребят, которые хотя бы принимали участие на этой станции. Также в издание вошла информация о самой аварии, фотографии работ с конкурса «Чернобыль глазами детей». Информацию для книги собирали и уточняли 2 года. Цены за это время подросли, поэтому собранных когда-то денег хватило на 110 экземпляров. На презентации книги вручили гостям, отметили грамотами участников детского конкурса и поблагодарили руководство Союза «Чернобыль-Ухта». Надежда Ивановна Козицкая, она ходит годами, бьется. Не она, я, в общем-то, не знаю. Было бы вот все это, просто я вот ее настойчивостью, ее целеустремленностью восхищен. Она женщина и вот как-то цементирует всех этих мужиков. Спасибо ей большое. Это, конечно, тяжело дается, потому что действительно много людей, которые, ну, скажем так, очерствили сердце. Поэтому спасибо ей и от вас, и от нас. Спасибо большое. Удачи вам, нашей работе. Книга уже 3-е издание про ухтинских ликвидаторов. Первое вручали родственникам тех, кто умер до 2011 года. Второе передали в школьные библиотеки города. Нынешнее, которое будет последним, собираются передать самим ликвидаторам. А 26 апреля, в 32-ю годовщину аварии, книгу вручат вдовам погибших.